Это вечерние новости. В студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. И вот о чем поговорим сегодня. 55 новых случаев COVID-19 в регионе. Больше всего заболевших по-прежнему в столице. Число жертв электронных мошенников в Якутии продолжает расти. Как идет борьба с киберпреступниками? Смарт-библиотека в Якутске вновь открывает двери. Об изменениях расскажем в этом выпуске. Вопрос модернизации Национального центра медицины в Якутске обсудили глава Якутии Айсан Николаев и министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Учреждение работает уже 27 лет. Ежегодно лечение здесь получают больше 100 тысяч человек. Проводятся высокотехнологичные операции по трансплантации и сердечно-сосудистой хирургии. Сейчас необходимо приобрести новое оборудование для республиканской больницы. Глава Якутии предложил поддержать финансирование этого проекта из федерального бюджета в рамках реализации национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока до 2024 года. Также во время встречи стороны обсудили строительство республиканской инфекционной больницы на 245 мест в Якутске и создание на ее базе ковид-центра. Вопрос появления такой больницы назрел давно, пандемия сделала его более актуальным. Мы просили бы вас поддержать нашу идею о строительстве по линии ФАИПа такой инфекционной современной больницы по проекту, уже который сегодня используется в других городах России, например, в частности в Казани. Вот, привязку его сделать и сделать его так называемый под ключ, который сейчас Минстрой предлагает. Между тем, в Якутии за минувшие сутки выявили 55 новых случаев COVID-19. Больше всего заболевших в столице региона 42 человека. 5 новых случаев в Хангаласском районе. 4 заболевших в Алданском районе. Это пациенты Томодского психоневрологического интерната. По 2 больных в Мирнинском и Татинском районах. За сутки из больницы выписали 97 человек. 1 пациент с коронавирусной инфекцией скончался. 5 случаев у нас возникло и зарегистрировано в Хангаласском улусе. Я хочу отдельно обратить внимание на эту ситуацию. Хангаласский улус, Мегино, Кангаласский и Намский, они достаточно рядом находятся в городе Якутске. И те тенденции по тому, как ведет себя заболевание в городе Якутске, они переходят сегодня и на наши ближайшие районы. И поэтому сегодня уже в Хангаласском улусе регистрируются не завозные случаи, а случаи, связанные с поднятием температуры. Поэтому, безусловно, при первых же признаках острых респираторных вирусных заболеваний вызываться должна скорая помощь. Это касается всех жителей республики. И, соответственно, со стороны врачей проверяться и осуществляться все действия, связанные с возможным подозрением на коронавирусную инфекцию. Поэтому вот здесь, говоря о Хангаласском улусе, необходимо обратить сегодня уже на эту тенденцию. Эта же тенденция есть у нас сегодня и в Мегинском, и в Намских районах. Смогом от лесных пожаров накроет 6 районов Якутии: Верхоянский, Горный, Усть-Алданский, Кобяйский, Тампонский и Жиганский. Связано это с отсутствием осадков и усилением южного и юго-восточного ветра до 5-10 метров в секунду. В населенных пунктах республики проводится непрерывный мониторинг задымленности. По последним данным, в Якутии бушует 191 природный пожар. Сложная обстановка сохраняется на территории Верхоянского, Жиганского, Кобяйского, Мирнинского, Тампонского и Эвено-Бытантайского районов. Все превентивные мероприятия по противопожарной защите населенных пунктов выполнены. Оборудованы минерализированные полосы. Лесные пожары за последние сутки тушили более 1000 человек, задействовали 117 единиц техники. Специалисты экологического центра «Алроса», несмотря на пандемию, продолжают осуществлять контроль за состоянием водных объектов. Мониторинг ведут в соответствии с программами наблюдений, в которые входят как обязательные условия, так и дополнительные, расширяющие степень ответственности компании. Контроль ведется не только на реке Ирилях и ее притоках, но и на реках Малая Батуобуя и Вилюй. В общем, количество точек отбора проб достигает 18. По каждой точке различная периодичность, но в среднем до 4 раз в месяц, а в период паводка еще чаще. О предыдущих результатах лабораторных исследований Марферина Алексеева. Природный состав воды в реке Ирилях имеет свои особенности. Насыщенность такими веществами, например, как железо.
Аналогичные показатели встречаются и в других реках Якутии. Поэтому устойчивое превышение предельно допустимых концентраций здесь фиксировалось всегда. Для того, чтобы определить вред от производства алмаздобывающей компании, пробы воды забираются с территорий производственных площадок и с природных зон выше по течению, где нет воздействия производства. Далее идет сравнение. Разница этих данных и есть показатель привноса вредных элементов. Лабораторные исследования показывают, что привнос отсутствует. И фоновые концентрации, и на участке воздействия концентрации по отдельным компонентам, они устойчиво превышают вот это рыбохозяйство. Это содержание, например, железа. Точечно, то есть у нас превышают ПДК такие показатели, как алюминий или марганец. То есть, но при этом такие высокотоксичные вещества химические, как кобальт, никель, свинец или ртуть, всегда находятся ниже пределов допустимой концентрации, либо даже вне пределов обнаружения. Экологи компании считают, что основной привнос вредных элементов в реку Ирелях сливаются с ручья Таборный, а точнее с бывшего водохранилища, дамбу которого снесло обильными осадками осенью 2018-го. Учитывая, что в Таборном именно остался вот этот, вот, скажем так, неперекачиваемая вот эта масса, и в силу, то есть, того, что идут атмосферные осадки, падают, то есть уровень немножко поднимается, вот эта грязь и начинает потихонечку смываться. То есть мы на протяжении, то есть вот уже 3-го года фиксируем о том, что с Таборного идет основной привнос взвешенных веществ, который за собой тянет точно так же и железо, и медь, то есть, да, и хром, и марганец. Наша съемочная группа присутствовала на заборах проб воды у территории работы драк. Несмотря на то, что территория считается производственной, вдоль берегов часто встречаются приспособления для рыболовства, а старые обработанные котлованы покрылись густой растительностью. Со слов экологов, это говорит о том, что в воде не имеется тяжелых вредных веществ. Мы не используем, например, как золотоискатели, да, каких-то кислотных сред, да, которые выщелачивают, например, золото, или высокоагрессивных химических материалов или реагентов. Поэтому, по сути, у нас используются, то есть, вот, природные порода, да, которые там алмазосодержащие, то есть, и механическая ее добыча. Результаты лабораторных исследований ежеквартально направляются в Министерство экологии Республики и Федеральное агентство водных ресурсов. Также с информацией о мониторинге природной среды можно ознакомиться на сайте Алроса в документе «Социально-экологический отчет». Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирнинский район. Число жертв электронных мошенников в Якутии с начала этого года существенно увеличилось. На статистику повлияла пандемия коронавируса. В период ограничительных мер все услуги были переведены в онлайн. Лидеры жертв кибермошенников – жители Мирного, Ленска, Нерюнгри, Алдана и Якутска. Как идет борьба с киберпреступниками, в материале Дмитрия Тымырова. Буквально на днях жительница автодорожного округа города Якутска стала очередной жертвой телефонных мошенников. Она лишилась 425 тысяч рублей, назвав лжесотруднику банка данные своей банковской карты и коды из сообщений. Вроде бы из банка. Вы и говорят о том, что вы долго не пользовались баллом-бонусом. Вот баллы-бонусы, как настаивают, мы переводим в деньги и переводим на вашу карту. Сообщить карту. Я вначале даже и не думала, что может быть такое. Буквально пару минут разговора, и женщина лишилась своих пенсионных накоплений. И это не единичный случай. Как сообщили в первом отделе полиции города Якутска, только в автодорожном округе столицы в период пандемии жертвами киберпреступников стали десятки якутян. Вот такие кражи, связанные с новыми технологиями, у нас на нашей территории возросли на 181%. В городе Якутске? Нет, именно на обслуживание территории первого отдела. На сегодня в первом отделе полиции города Якутска находится 36 уголовных дел в производстве. В прошлом году эта цифра доходила до 10 исполнительных производств. Вместе с тем в региональном министерстве внутренних дел сообщает, что с начала этого года зафиксировано порядка 800 преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. А в прошлом году за полгода эта цифра составила порядка 500 преступлений. Как видим, рост у нас на 300 преступлений идет. Тем не менее, несмотря на высокий рост регистрации, у нас лучшие результаты по раскрываемости данных преступлений.
по сравнению с прошлым годом. В этом году у нас цифра раскрываемости составляет около 36%, в прошлом году около 30%. Как правило, киберпреступники в основном проживают вне региона и оттуда совершают путем телефонных звонков, интернет-продаж, кражи денежных средств у якутян. Число мошенников из числа жителей региона существенно мало, но бывают редкие случаи. Сотрудники правоохранительных органов сообщают, что это и усложняет процесс раскрытия таких преступлений. Это занимает очень много времени, чтобы установить, с какого региона поступил звонок потерпевшему, установить лицо, которое совершило этот звонок, выехать в командировку, установить это лицо там, задержать его, привезти сюда. Конечно же, это занимает очень много времени. В этом месяце по республике стартовала акция «Осторожно, мошенники». Организаторами выступили сотрудники внутренних дел региона. На этой неделе правоохранительные органы города Якутска совместно с управами округов проводят данную акцию. Сегодня акция прошла в автодорожном округе столицы. Далее они его передали своим соседям Сайсарскому округу. Управа автодорожного округа совместно с первым отделом полиции города Якутска передает эстафету нашим соседям управе Сайсарского округа. Нашим мошенникам нет! Дмитрий Тымыров, Григорий Николаев, Якутск. Руководство города Алдана проверило ход работ на объектах тепловодоснабжения. Все ли готово к новому отопительному сезону в сюжете Руслана Павлова. Модульные котельные и теплопункты готовы к пуску, а крупным теплоцентралям осталось придать лоск, докладывают специалисты теплоэнергосервиса мэру Алдана и представителям общественного совета города. В целом, если говорить на тех объектах, где мы присутствуем по ТЭСу, сегодня есть уверенность, что мы войдем в отопительный сезон с высоким качеством подготовки, получим паспорт готовности. В этом направлении ведется большая работа. Упор на оборудование, у них новая тактика у молодого руководства, да, период еще окончания первой половины отопительного сезона уже начинает ремонтировать, это приветствуется. Сейчас основные силы ремонтных бригад направлены на реновации сетей тепловодоснабжения, в том числе подключение к централизованному теплоснабжению частного сектора города Алдана. Новые нитки трубопроводов тянутся на нескольких улицах. Решился как раз вопрос по присоединению частного жилого фонда по улице Геологической. Долгие шли согласования, в основном по прокладке, по заявлениям. Вот этот вопрос двинулся с мертвой точки, и в этом году мы этот вопрос сделаем. Активизировалась работа по сбору долгов с населения. Алданские потребители задолжали поставщикам тепла 19 миллионов рублей. Управляющая компания отрабатывает сегодня по актам сверки, по судебным решениям, потому что кто-то платил, кто-то ссылается опять же на тот коронавирус, что пройти не могут, и все полностью. Но основной результат до августа будет посвящен именно сбору платежей в полном объеме и снижению задолженности перед коммунальщиками. Но здесь я не хочу вот эти карательные меры принимать к людям, да. Люди должны сами иметь сознание, что вот эти же деньги, которые они платят, пойдут на их благо. Это новые теплотрассы, это утепление теплотрасс, это зарплаты, это качественный ремонт, это уголь в конце концов. В целом власти города довольны ходом подготовки объектов тепловодоснабжения к зиме и уверены, что 6 сентября котельные без сбоев войдут в отопительный сезон. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алдан. Более 1000 якутян пополнили ряды российской армии. Завершился весенний призыв в вооруженные силы страны. Как отмечают в Республиканском военном комиссариате, ни одна призывная кампания не проходила в таких условиях, как этой весной. Невзирая на сложную эпидемиологическую обстановку, весенний призыв в Якутии завершен в установленный срок. Министерство обороны Российской Федерации военным комиссариатом были приняты все меры с личным участием главы республики Саха-Якутия, чтобы не допустить возникновения коронавирусной инфекции на сборном пункте и недопущения завоза этой болезни в вооруженные силы Российской Федерации. Все призывники, прибывающие на сборный пункт, проходили двойное тестирование на наличие COVID-19. Прибытие призывников осуществлялось только через специализированный медицинский пост. Несмотря на единичные случаи выявления, удалось избежать распространения инфекции. Желаем нашим ребятам достойной службы.
Якутск – читающий город. К такому выводу пришли сотрудники столичной смарт-библиотеки. Образовательный центр начинает постепенно возвращаться к нормальной деятельности. Наш корреспондент Сергей Михедов посетил библиотеку с инновационным уклоном. Прямо сейчас библионяня готовится к очередному занятию с самыми маленькими посетителями библиотеки «Смарт». Сегодня ребятишек научат рисованию мыльными пузырями. Дело увлекательное, развивает творческие способности малышей и проходит урок в дистанционном формате. Во время пандемии, когда мы еще закрыты, в культурном центре проводятся разные интервью с артистами, концерты. И у нас тут еще проводятся уроки, подготовка к школе и английский для детей, для дошкольников. Библиотека «Смарт 2.0.3» свою работу во время самоизоляции не прекращала, ведь это идеальное время, чтобы применить инновационные подходы. Образовательный центр проводит интервью, различные обучающие занятия через Zoom, прямые эфиры в Instagram. Также готовится цикл образовательных программ по финансовой грамотности населения. Проходят курсы английского языка на YouTube-канале библиотеки. Появился новый телеграм-канал, с помощью которого взрослые могут тоже начать изучать английский для будущих путешествий, готовиться к этим путешествиям, смотреть какие-то фильмы, лайфхаки, узнавать по изучению иностранного языка. Теперь библиотека готова принимать и выдавать книги на руки, конечно, со всеми необходимыми мерами безопасности. Каждая книга после возврата в библиотеку попадает в своеобразную изоляцию. Никто не может взять ее для прочтения в течение 5 дней. Мы работаем в закрытом режиме до 31 августа, и все книги у нас проходят специальную обработку. То есть читатели приходят, сдают книги непосредственно на первом этаже через наши терминалы. Вот ваш читательский билет. Спасибо. Со следующим этапом послаблений смарт-библиотека вернулась к выдаче стандартных читательских билетов. Кроме того, при желании вы можете оформить бесплатную подписку на litres.ru. С ее помощью в смарт-библиотеке вы сможете брать электронные книги и читать их в течение 2 недель. Сергей Михедов, Григорий Николаев, Якутск. На этом у меня все. До встречи.